Основной задачей дома-интерната в Алекминске является социальное ориентирование. С возведением нового спального корпуса на 200 мест в прошлом году у него увеличились и расширились возможности. Такое обновление стало возможным в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Подробнее о работе дома и его постояльцах расскажет Дарья Короленкова. Интернат рассчитан на 376 коек. В нем работает коллектив из 200 сотрудников. Объект включает в себя 5 отделений. Здесь проживают инвалиды первой и второй группы, нуждающиеся в постоянном наблюдении и уходе. Для них в интернате созданы лучшие условия. Различные мероприятия проводим, культурно-массовые, чтобы люди расслаблялись, было больше позитивных эмоций. Также создаем условия для трудовой деятельности. В рамках сохранения остаточных трудовых навыков у нас ведется трудотерапия. Также мы с прошлого года занимаемся трудоустройством наших официально проживающих. И вот на сейчас у нас 3 человека трудоустроены вне учреждения, они работают в городе Алекминске. Одним из излюбленных мест всех проживающих является тренировочная комната. Она дает им возможность самостоятельно решать бытовые вопросы, а также сохранять социальные связи в коммуникации. В ней проводятся чаепития и хозяйственные хлопоты. Так, ежегодно в Масленицу девушки пекут блины, которые потом угощают врачей, подруг и друзей. Я готовлю оладьи. Мне нравится готовить, наверное. Нравится. Я тоже блины хотела бы делать тоже, девушка. Блины хочу варить тоже. Хочу делать. Научиться хочу. И оладьи научиться хочу тоже. А это что такое? Конфеты с фантиком делаю. Еще раз фантиком. Фантика делаю. Красиво. Одевальный, естественно. Красиво. Какие-то вот такой-то одевальный делаю, подарю всем. В 2 спальных блоках созданы все условия для комфортного проживания. Там есть и медицинские кабинеты, универсальный зал для мероприятий, комнаты отдыха, а также трудовые залы, где проживающие могут шить и при этом получать зарплату. Постельное шьем, пододеяльники, наволочки шьем, и платье для женщин шьем, для мужчин брюки шьем. Так вот 9 человек, они постоянные. Потому что обучение швейное производство, вы сами знаете, что это не просто так пришел и шил. Вот. И они каждый шьют свое. Сейчас я шью куртку, уже сшила, остался год. Петельки и пуговицы пришить осталось. Кому подарите? Или отдадите? Нет, это для наших мальчиков. У нас бирка вот напишет, у каждого будет своя куртка. Для местного персонала работать в таком учреждении – это большая радость. Здесь каждый поддерживает активное общение друг с другом. И несмотря на то, что такая работа требует больших эмоциональных затрат, любой сотрудник всегда готов выслушать и поддержать. Почему с ними разговаривать надо? Потому что мы с дома приходим, свои какие-то вот так вот, такая-то погода, такой-то автобус, так-то задержим. Им это очень интересно. Мы уже привыкли, они уже ждут, они уже знают. Заходишь, раздеваешься, они такие: «О, Маша, здравствуй». Да, очень нравится моя работа и довольна очень. В Алекминском социальном доме большой упор делают на социальную поддержку подопечных. Большие прорывы делают в кружковой терапии, организовывают турниры по шахматам и плетут марлевые сети. Ну а в летнее время планируют проводить выезды на природу. Дарья Короленкова, Максим Копылов, Алекминск.